С 1989 года в Якутске действует союз многодетных семей, который поддерживает и объединяет такие семьи. И сегодня мы разговариваем с нашим гостем на эту тему. У нас в гостях председатель Союза многодетных семей Якутска Рима Горохова. Рима Даниловна, доброе утро. Здравствуйте. Расскажите нам немного о Союзе, да, и с какой целью он прежде всего, да, работает? Ну, в те далекие времена, значит, многодетных было, возможно, меньше, а может больше, не знаем, да. Но нас предупредили, как бы, руководство, что скоро нагрянут такие трудные времена, рыночные отношения, и нам нужно объединиться, чтобы защитить свои семьи и своих детей. Мы не понимали, что это такое. У нас была гарантированная работа, все это было, в основном особо не нуждались. Но, тем не менее, мы объединились и стали работать, проводить мероприятия, там, путевки там, и так далее, но в основном такие организационные. А потом, вот, когда уже перешла перестройка и так далее, там была работа, конечно, непочатый край. Все обращались, все вдруг стали бедными, работы нет и так далее. Но не буду много говорить. Так вот в буднях и прошло незаметно столько лет. Уже третье поколение многодетных приходит к нам. Ну, согласитесь, сегодня очень много делается для многодетных семей, для поддержки семей. Сейчас, конечно, вот времена, мы всегда говорили, что государство повернулось к нам лицом, и, значит, пособия там и так далее, которые в те времена раньше и не снились, да, вот, оплачиваемые отпуска, и вот, пособие по рождению ребенка, материнский капитал, да, и вот это все как бы, ну, поддерживает, одушевляет нас, и многодетным становится, ну, легче жить. Не в том смысле, что сильно материально, но в том смысле, что вот, ну, так по-русски можно сказать, зауважали, что обратили внимание. Вот так. Ну, вы, я так понимаю, отстаиваете права многодетных, да, в разных инстанциях. Какие результаты? Да, вот благодаря тому, что у нас существует организация, которая, кстати, в городе насчитывает около 6 тысяч семей. Это мама, папа, там 3, 4, 5 ребенка, да. И, значит, не все знают, к кому надо обратиться, в какую инстанцию, какие сейчас появились там льготы, привилегии, субсидии и так далее, да. Не у всех есть время, поэтому у нас есть WhatsApp-группа, значит, такие группы по округам, да, которые ведут среди многодетных мамочек, родителей разъяснительную работу. Вот, где можно получить пособие и так далее, где встать на очередь, вот, куда по проблемам с детьми, с проблемами по детям обращаться. Вот такую вот работу мы ведем. Ну, каких результатов добились на сегодняшний день? Результатов? Ага. Ну, мы, во-первых, 30 лет существуем, это юридически зарегистрированные организации. И самым нашим достижением мы считаем, что мы идем вперед телеги. Значит, мы стали выдавать удостоверение «Многодетная семья» города Якутска, которые, ну, некоторым говорят, оно не нужно, но тем не менее это был единственный документ, с которым они могли пойти в любую организацию на территории Российской Федерации и показать, что они многодетные, и попросить, потребовать какие-то там вот законом прописанные правила. Такие, как там, посещение театра. Ну, это кажется, что это маленькое, но тем не менее, если у тебя 5 детей, то это получается сумма. Ну, так. И, значит, проводим такие детские, в основном, акции благотворительные, направленные на детей, на их поддержку, на поднятие вот их стремления получить профессию, вот, стремление получить образование, да. Вот, я не поддерживаю те вот эти многие благотворительные акции, которые проводят там «Полка добра» и так далее. Я против этого, чтобы многодетной семье давать там килограмм риса и пачку сахара, да. Многодетные семьи, родители должны быть обеспечены работой, заработной платой достойной, жильем, чтобы обеспечить нормальное существование своим детям. И на что работает ваш союз, да? Да. А как можно как-то вступить, обратиться к вам, где вы находитесь? Ну, у нас есть, значит, администраторы. Кстати, вот я не принесла, но зайдете, там WhatsApp-группы есть. Значит, у нас есть свой этот адрес.
И находимся мы по адресу Ленина 7/2. Вот, работаем понедельник, вторник, среда. Но у нас работает, как говорится, мы не коммерческая организация, поэтому мы на общественных началах, поэтому 3 дня принимаем людей, а в остальные дни работаем с документами, посещаем очень много. Мы посещаем жилищные условия, потом, значит, по собраниям ходим. И вот то, что вот мы участвуем не только в собрании города Якутской Республики, но мы выезжаем за российские форумы матерей, где, вот, значит, еще в далеком, вот 10 лет тому назад ставили вопрос о выделении земель. И вот говорили, вот махали рукой, что ты там говоришь? А на самом деле, оказывается, вот все, что мы говорим, все там кто-то собирает, да, и вот, значит, ну, не всегда бывает все гладко. Земли выделили, но будет время, поживем, увидим, будет и коммуникации, и будет жизнь продолжаться. Ну вот отличной поддержкой со стороны правительства, да, было вот Да, вот буквально на днях, значит, пособия. наш Ильдархан, наш новый руководитель молодой, на которого мы возлагаем большие надежды. Значит, с каждым руководителем, конечно, жизнь идет вперед. Вот, у него свое видение, да. И вот ту вот существенную поддержку, которая сейчас предполагается и будет, значит, узаконена, значит, по рождению первого ребенка, по рождению второго и особенно третьего до 3 лет, это почти заработная плата. И я думаю, что наши мамы, молодые мамы, которые вынуждены сидеть, но они не вынуждены сидеть, они любят своего ребенка, они хотят смотреть за ним, да, но за это будут получать. Это многолетняя, многовековая мечта всех матерей России и нашей республики. Рима Даниловна, Спасибо. Спасибо большое, что Да. пришли, рассказали. Напоминаем молодым семьям, многодетным, что вы находитесь на Ленина 7/1. Да, Они да. могут прийти и обратиться к вам. Спасибо Да. большое. Отличного вам дня сегодня, хорошего настроения. У Вам нас спасибо, я тоже всем желаю.